Всем привет! С вами снова Километры путешествий. Сегодня у нас 23 мая 2025 года, и мы отправляемся в наше новое, теплое, большое путешествие На море. на море, на Черное. Ну, доброго пути нам! Сейчас покажем, что мы в машине упаковали. И дальше смотрите, как мы едем, что мы едим, о чем говорим. Сегодня мы едем на нашем кузеньке Toyota Highlander. Хочу показать вам, вот что у нас в багажнике. Ну, тут, тут, значит, у нас обувь, чтобы там кроссовки не помялись. Здесь у нас вещи, которые нам сейчас в дороге будут не нужны, которые мы будем использовать в отпуске. В таких рюкзаках мы с собой положили вещи, которые на переодевание будут в гостиницах, на остановках, на ночевках. Ну и здесь в сумке в большой тоже вещи на переодевание, на замену. И если где-то в городах будем останавливаться, чтобы погулять, хорошие чистые вещи одеть, не спортивные штаны. Здесь у нас холодильник. В холодильнике мы везем, здесь сверху лежат наши напитки. Здесь лежит колбаска. И там внизу рыбка и мясо, жеребятина и оленина на гостинцы. В общем, посмотрим, довезем мы ее за 2 недели или нет. Решили, что если не довезем, значит по пути съедим, ничего страшного. Холодильник все тот же, про него уже спрашивали, рассказывали. Сейчас пока вот температуру поставили на 0. Постоянно на минус 1. Это сейчас в нем 0. Сейчас в нем 0. Так. Здесь в салоне у нас большой пакет Валберес с подушками и пледиками. Значит, здесь у нас продукты, которые мы будем есть по пути. Поставили вот такую вот коробочку для бутылочек, чтобы они не раскатывались по полу. Как всегда, наш любимый термос. Ну и здесь как бы такие личные вещи, там кофты, чемоданчик, сумочка со всякими гаджетами. Ну и в добрый путь нам. Мы заехали на заправку Саханефтегазсбыт. Но мы заехали не заправляться, у нас полный бак, а взять вкусный кофе. Здесь на 17-м квартале вкусный очень кофе. Я хочу показать цены, кто спрашивал. Вот 95-й 78,60, 92-й 74,80, пожалуйста, дистопливо 93,40. Сейчас идем за кофейком. Вообще у нас на заправках, на Сибойле, на Туймаде везде кофе невкусный. А здесь сколько раз брали кофеек, он всегда вкусненький. Поэтому доброе утро. Поэтому мы сюда заезжаем, чтобы купить кофеечек. Вот, если хотите, такие цены. Чай. Тебе не надо сладкого? Ну, не знаю, там газировка же есть. Так, вот, пожалуйста. Да. На водичку, если хотите. Ого, Байкал 132. Маленькая бутылочка. Пили кофеек. Меня там поругали на заправке. Сказали, что нельзя снимать у нас запрещено. Вы для чего снимаете? Какая разница, для чего я снимаю, если запрещено? Так, и мы едем на переправу
Поедем по Бабушкина, потому что 50 лет советской армии, улица вся в ремонте, говорят. Давно там не была. Ну и, в принципе, город показывать, наверное, не будем. Посмотрите, вот он спит, город. Машинок нет, людей нет. Нет, смотри-ка там на остановке такое столпотворение. Это что они там делают? Курилка. А, курилка. Откуда это? Ну, это вот спортом кто ходит заниматься. А, спортом? Ясно. Спортзал. Ну и все. Мы поехали. Из дома мы выехали в 5:10. Сейчас 5:25. Ну вот мы едем по 50 лет советской армии, там, где еще нет ремонта. Примерно вот такая дорога. Может быть, наконец-то в этом году ее сделают. Еще на следующий год ее смоют, блин. Ну, тут большегрузы ходят, поэтому они ее разбивают. Как-то бы усиленно бы сделали, как-то же в других городах делают. У нас болото, что поделаешь. Что-то там в багажнике трется. В общем, Антон сказал вчера вечером, где-то в группах там писали, что на паромной переправе здесь, в Якутске, плохие подъезды, съезды, заезды. Машины бампера себе отрывают. Мы решили, что мы поедем, посмотрим и вам покажем. Если действительно все плохо, развернемся и поедем в Качекадзе. Да? Да. Путешествовать так путешествовать. Как там для бешеной собаки 100 километров не крюк. Так сказала моя сестра и ждет нас в гости. А, да? В Москве. Ну, в принципе, что нам? Крюкнули. Мы подъезжаем к паромной переправе. Тут такая очередь на дороге уже образовалась. Да. И грузовые, и легковые. Ух ты, сколько много. Да не так уж и много. Просто Ну. накопители закрыты. А, поэтому Да. еще, видать, паромы не пошли, стоят. Еще загрузка даже, по-моему, не началась. Так, а паром один пока стоит, да? Я Ну, только вон один вижу. еще один. Еще один. А, вот там еще. А, там Вон два еще еще, два. да. А вон там, А смотри, там идет зеленый. вон по реке. Это на выезд, по-моему. Паромная переправа 1400 метров. Это яма, они, блин, хрен когда загрузятся, по-моему. Так. Нет, давай развернемся, а то мы сейчас там не так уж много машин. Проехали здесь. На паром не заедете, написано. Вот, видишь? как Нет, оно? ям там дальше. Нет, здесь стоит. Это выезд, ага. Я тебе читаю, что там написано. Вы здесь на паром не заедете. Да, проехали здесь, на паром не заедете. Значит. А что, в 6 часов? А, они сейчас по наполнению отправляются. Тебе же вчера по телефону сказали, круглосуточно Да, ходят. по наполнению. По наполнению. Ну, а что они не наполняют? Ну, Чё- видимо, в чем еще не проблема? наполнены. Мало машин. Там, видишь, этот трактор стоит, грейдер или кто там. Скорее всего, может, что-то Да, делают. Делают, наверное, что-то надо. Сейчас развернемся, встанем. Накопители откроются, они съедутся. Места здесь нету стоять.
Может, сходить, узнать вообще, что к чему. Сейчас пойду схожу. Ага. Что там говорят? Говорят, что в 5:30 должна была быть погрузка, но там какой-то пионер на тракторе катается. Не может, видимо, разровнять или что-то. Да зачем? Но поэтому сказали ждать. Понятно все. Будем ждать. Ура! Время 6:10. Началась движуха. Поверните направо. Ой, а что не Оля Бузова? Или это Оля Бузова? Не знаю. Бузова, по-моему, голос-то идет. Ну, первый раз мы на переправе стояли. В очереди, так сказать. Ну, это, конечно, не очередь была. Рабочие моменты. Обычно мы всегда подъехали и заехали. Что на той стороне, что на этой. Один раз в жизни мы в 2012 году, по-моему, да, вот там в Качекадцах стояли, ждали, когда паромщики проснутся. Потому что мы рано приехали. И то потом не ждали, разбудили и поехали в вип-рейс. Разбудили, ага. Механик Курбатов. Ну, тут машин-то много, оказывается, впереди едет. Так он, видимо, вот и стоял, ждал, когда наполнится. А вот смотри, на 6-м тоже зеленый свет горит. Почему все едут по 3-му, а и по 2-му? Не знаю. Загрузка на паром номер 1, что-то написано. Но они еще, видимо, На не табло. откорректированы. Почему табло здесь нету? Здесь же было. Что было? Ну вот там, видишь, далеко табло светится, что причал номер 1, а видимо только на него. Ну ладно, поедем где все. Проявим стадное чувство. Сзади нас такая вереница машин. Очень много уже накопилось. Так. Ну, тут ничего не изменилось. Все так же. Чуть-чуть продвигается очередь. Загружаемся все. На 9-й паром. Посмотрим сейчас. А там вот тот накопитель. Заехали тоже уже полный. То есть народ подъехал. Табло светится. Идет погрузка причала номер 2. Потихонечку заезжают. Ага, а там вот висит баннер возле шлагбаума на выезде. Вот выезд. И написано: если закрыто, сигнальте. Фото, видео. Че? Контроль. А, контроль. Так, вот уже ближе к цели. Слушай, столько машин заехало, а паром еще больше, чем наполовину пустой, да? Какой он огромный, оказывается. Там несколько рядов стоит. И там за нами вот вереница. Еще и второй накопитель заедет, Антон сказал. Паром 9. Мы, кстати, почему-то все время ездим паром 9 и паром 5. На других ни разу не ездили. Вон пятерка стоит. Пятерка. Ну вот они, видимо, самые эти, да? Живучий. Самые ходовые. Водитель, высади пассажиров перед заездом на паром. Что, меня высадить надо? Нормальный заезд. Да, фиг знает, блин. Че? Фиг знает. Мелкие машины. Да нормально мне для мелких, кажется. Короче говоря, заезд я на паром не сняла, потому что разговаривала по телефону. Ну вот мы уже заехали и стоим. Все как всегда плотненько. Заезд хороший. Я забыл дворники поменять. Только вот сейчас вспомнил. Где у тебя дома остались? Угу. Что делать? Поехали домой? Подаришь мне щетки? А, да.
А вдруг не те? Короче, у людей вот такое вот стекло до такой степени разбитое, все И размочаленное и грязное. Как вообще с таким стеклом можно ехать? Даже глазки болят. Жесть. Время 6:56, и мы начинаем отчаливать потихонечку. У меня вот один вопрос. Я пойду опять машины обтирать, что ли, до кассы, блин? Ну, хотя бы Ну. посерединке бы оставляли, блин, проход. Ну, там где-то оставили, наверное, один проход. Ладно, потом. Ты пойдешь оплачивать? Ну, могу я пойти. Уже пора идти. Нет, еще. Когда он выйдет на глиссер, касса откроется. Там сначала народ будет. О, бегать. наше отражение в машине. Привет. Так, мы пошли оплатить. Ага. Народ в кассу стоит. Тут сзади не пройдешь, что ли? Не. Ой, у тебя вся спина грязная, ты обтерся где-то. Уже? Сейчас тебя отряхну. Всё. Да. С нашими параметрами тяжело здесь проходить. Так, сейчас посмотрим, какие цены. Вот тут даже сидячие места есть, оказывается. Ну все, пока-пока, Якутск. Как раз вот сейчас ветер дует, с ветрозащитой. Поговорить что-нибудь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тебя там прям по микрофону сумка елозит, и не будет ля-ля-ля. Мы дошли до кассы. Цену потом покажу, сколько стоит. Телефон аж выбивает ветром из рук. В этот раз еще более-менее прохода оставили, можно пройти. То в прошлый раз вообще не протиснуться было нигде. Пойдем поснимаем реку. Ледоход, получается, прошел вот буквально только на днях. Вообще официально я так поняла, что паромы сегодня первый день пошли. Хотя вчера утром, или даже, подожди, позавчера вечером, 21 числа, уже фуры разгружались у нас. Там возле дома есть база какая-то. Видно было, что фуры приехали с Казахстана или откуда они там, с Киргизии, овощные. Обалдеть вообще, просто ветер с ног сшибает, страшно двигаться. Так, наша машинка, вон она стоит. Тут никак не пройду я. Сейчас дядечку пропущу, пойду дальше. Жуть, конечно, волна.
Ну, там уже палатки, лодки на берегу, на острове. Уже народ помчался отдыхать. Встречный паром идет. Еще какой-то кораблик. Это что за кораблик, интересно? Какой старенький кораблик идет. Ярославский. Емельян, по-моему, его зовут. Емельян Ярославский. Пока я гуляла, Антон решил позавтракать. Я уже забыла, что я тоже хотела есть. Мы дома не стали завтракать, решили на пароме. Вот время 8:35. Мы причалили 1,5 часа, грубо говоря. Начинаем выезжать с парома. Все такие торопятся. Так же, как в самолете. Только приземлился, все подскочили. Ну, я говорю, понеслось. паром уедет, не даст не выгрузиться же, не успеет выгрузиться, он обратно их увезет. С рассада едут. Там шла в каком-то, по-моему, вот в Микрике клетка стояла с цыплятами. Пищат, орут. Стоим, ждем, пока впереди стоящие машины выйдут. А нам еще сзади сигналят. Давайте, выезжайте. Страдальцы. Сейчас посмотрим, какой здесь съезд. Там парнишка стоит, регулирует, видимо, не очень хороший, да. Получается, ступенька такая с аппарели. Ого, тут какая каша-то, мама дорогая. Колесики. Все колесики сейчас измораем. Ну все. Мы на большой земле. Через 200 метров поверните направо. Пылюка, и что имеет то грязь, то пыль. Ой, сейчас песенка будет. А это что? Чё, ёпты? Поверните направо. Заблудился. И прет такой, пофигу, там за нами караван машина, он прет, блин, по встречке. Прямо 2 километра. О, песенку слышишь? Представьте себе. Да? Ага. Нет, не слышу. В траве сидел кузнечик. Ты слишком быстро едешь, я не успеваю петь. Зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек, и все, кончилась песенка. Проехали по трассе первые 10 минут, и первый чувачок расхлестался об стекло, овод какой-нибудь. В прошлом году мы ехали в конце июня же, да, на Алтай. Если кто-то смотрел, помнит, сколько было бабочек, они все разбивались о стекла. Это был полнейший трэш. Периодически останавливались, мыли эти окна. Но они очень быстро захлестывались.
девочками. Очень много встречных машин попадается. Видать, паромы пошли и все помчали в город. С деревень, может быть. Бабушки такие сидят, там все в платочках, их везут куда-то. Прямо обычно мы едем утром, мало встречных машин. Даже вообще, наверное, не бывает. Но сегодня еще пятница. Все проснулись, кто-то куда-то едет. Хаптагая, столько деревьев поваленных. Видимо, что-то строить будут. Тут уже расчистили. Одни пенечки торчат и насыпаны туда, к реке. А, это же мост, наверное, будет. Точно, ничего себе. Стопудово мост. Ура! У нас будет мост. Строительство ведется с двух сторон. На том берегу, на этом берегу. В 28 году, по-моему, обещают сдать. Кстати, по поводу парома. Сколько паром стоил? Не знаю, чек у тебя, просто единственное, что в этом году новинка. Теперь они по длине машин берут деньги. Я спросил, говорю, а если человек не знает, говорю, свою длину? Она говорит, вон рулетку берите, идете мерите. Я говорю, хорошо, я себе сказал 3 метра, у меня на самом деле 5 метров. То на выезде, когда вас чек будут проверять, увидят, замерят, будете доплачивать. Я говорю, капец вам, говорю, это. Прикольно. 2 с чем-то, ну, дорого. Нет, не 2 с чем. Короче, 1900 паром и 350 пассажир. Да. Ну, это 200 с чем-то. Да, И 250. А в прошлом году было 1400. вот так вот. Опять разбились. Началось. Цены растут. Ой, на реке лед еще, оказывается. Цены растут, и когда мост построят, тоже с нас плату будут брать за проезд по мосту. Слушай, ну, у нас построили эту новую ТЭЦ ГРЭС там наверху. Ага. Подняли тарифы. Ну, типа, быстренько окупим строительство. Уже 8 лет, блин, она работает, до сих пор окупаем, блин. И мост также сейчас. Быстренько окупим строительство, платным его сделаем, и оно и будет. Да. Все-таки есть. Что ты говоришь, у тебя тут двойная защита? Да, и снаружи, и снутри. Угу. И снаружи, и снутри. Стекло все. Ну, не все, конечно. Но за полчаса решили проверить холодильник. -4. Прям дубак. Достать Ну, фанту? прям, да, фанту достань, пожалуйста. Не прям дубак. Колбасой пахнет. А? Колбасой пахнет. Давай. Да. Все, поехали дальше. Ну, как всегда, у меня тут в дверке пакетики. Поверните направо. Вот вы иногда спрашиваете, те, кто смотрит нас, кто знает, 3 километра. что мы путешествуем, спрашивают, что взять с собой в дорогу, что-то вот такое вот. Всем рекомендую обязательно брать с собой пакетики. Прямо рулончик кинул сюда в дверку и лежит он там, никому не мешает. Оторвал пакетик, сложил туда мусор. Вот сейчас стаканчики туда сложили, они у нас ехали до стоянки, выкинули в мусорку. Вот, Антон отломал. Почему они, кстати, отламываются? Интересно так. Ну, это другая застежка. У тебя нет. И все очень удобно. Такие пакетики.
Что-то, я не знаю, пишите в комментариях, спрашивайте, что еще вас интересует. Потому что, как бы, да, какие-то нюансы, какие-то мелочи, может быть. Кто-то первый раз едет. Очень много знакомых, которые нас случайно посмотрели в Ютубе. Тоже звонили, писали, спрашивали, какие-то вопросы задавали. Поэтому ждем ваши вопросы, комментарии. Неважно, знакомые вы нам, знакомы мы с вами или не знакомы. Самый центровой вопрос какой? Где, как бандиты? Есть ли бандиты и еще какой? Не помню. Это тебе такие вопросы задают. Мне про бандитов не задавали. Что с собой брать? Ну что с собой брать, конечно. Ну, из как- машинных инструментов. Полмашины, блин. Ну, некоторые вообще ездят, ничего с собой не берут. И на развалюхах. Просто вот я сейчас на пароме показывала машину с разбитым стеклом. Так я потом, когда мимо проходила, у нее еще и капот на резиночку пристегнут. И вот такие вот машины тоже ездят, путешествуют. Мы, допустим, смотрим же тоже в Ютубе разных блогеров. И, честно говоря, удивляемся с каждым разом все больше и больше. Как люди, например, показывают там, вот мы выезжаем из дома там с детьми, открывает машину, а у него там пыль таким слоем лежит. Такое ощущение, как будто он там вообще никогда в жизни не убирался, откуда-то там с вахты приехал из пустыни или откуда. И потом начинаешь, смотришь, там стекло разбитое, ну ладно, стекло там как бы мало ли бывает. То отваливается, это отваливается. Они едут всю дорогу в какие-то сервисы, заезжают. Еще и на халяву все это хотят, чтобы им там, мы же блогеры, сделайте нам скидку. Ну, а мы как ненормальные полбагажника с собой везем только всяких инструментов, масел и всего прочего. Чтобы, как говорится, никому не обращаться, чтобы оно было. Дай бог, чтобы оно никогда не пригодилось. Ну и потому что Антон готовит очень тщательно машину. Он с зимы начинает с ней возиться в гараже. Благо гараж рядом с домом. Кстати, я сейчас покажу, включу в это видео возню эту. Как он загнал, разморозил машину. И что он там с ней делал, покажу вам. 27 февраля 2025 года. Моему мужу на месте не сидится. Он загнал машину в гараж и начинает потихонечку готовиться к нашему путешествию. Да, дорогой? Да. Что ты сейчас делаешь? Устанавливаю дополнительную мелкую москитную сетку. Устанавливает дополнительную мелкую москитную сетку На нижнюю губу бампера. на нижнюю губу бампера. Я перевожу. Тебя же не слышно, еще телевизор орет. Вот такие взрослые игрушки. Смотрим, как выглядит эта сетка. Вот такая вот красивенькая. Реснички на фары установил. Колесики зимние. Некрасивые. Некрасивые, нам не нравятся они. Ну ладно, ничего страшного. Чуть-чуть на них поездить. А вот летние колесики, на которых мы поедем в отпуск. Что тут у тебя еще интересного есть?
Машинки ничего новенького. Все старенькое. Всякого барахла у него тут в гараже. Номеров много. Совсем молоденный, да? То есть, типа, по-твоему, нельзя брать собак из приюта? Можно. Только этим должны заниматься профессионалы, а не твои тупые подписчики. Собака, те же самые. 130 000. Гараж — это символ мужской свободы. И правила здесь мужские. Без пива не заходи. Порядок не наводи. Здравствуйте, скажи всем. Здравствуйте всем. Зачем ты капот открыл? Фильтра хочу посмотреть. М, Я не помню, я их менял или не менял. Менял. Это я тоже так думаю, что я менял. В Благовещенске. Нет, я уже после менял. А, он новости. Значит, менял здесь уже. Все, значит, фильтра менять не надо? Ну, как не надо. Сейчас не надо. А когда надо? Ну, сейчас пойдет пыль, грязь. Я их часто меняю. Он даже не знает, что еще сделать. Я говорю, он будет теперь 3 месяца почти облизывать эту машину, ходить. Почему мне дофига что делать? Мгм. Чистенькая, беленькая. Мгм. Ну, давай, расскажи, сколько машина простояла на улице? Числа с 15 октября по 27 февраля. 5 месяцев почти. 5 месяцев простояла машина на улице, замороженная. Ну, как вы знаете, в Якутске зима холодная. 50 градусов в этом году было, немного, но было. А так в основном 40. 2 месяца точно было, да? Да. Ну вот, сегодня у нас на улице 10 градусов, и я решил ее отогреть машину, потому что зимнюю машину загнали в ремонт. после Минус зимы. 10 Минус 10. сегодня. Все, Ага. засунул под нее печку на 2 часа. Какую печку? Вон вибаст переносной. Вот такую, да? Угу. И что, за 2 часа она отогрелась, и ты ее в гараж потом загнал, да? Да? За 2 часа отогрелась и загнал ее в гараж. Неугомон, блин. Ты еще не едешь в отпуск. Я знаю, я проверяю, чтобы у меня были все разъемчики, все на месте. Мгм. Что это такое? Ну, расскажи нашим зрителям, что это такое. Рассказывай, не стесняйся. Ты что такой Они не смотрят, стеснительный? нифига просмотров нету. А Ну. кто смотрит, для тех, кто смотрит, это рация новая. Потому что старую рацию мы продали вместе с автобусом. Дяде покупателю, который ему купил, ему очень нужна была рация, он очень попросил меня ее оставить. И я оставил. Вот. Теперь поставим новую рацию. Такую же, как была? Ну, почти. Что за рация? Покажи. Optim Travel. Была Optim Corsair.
Все, у нас идет снег. Очень сильно идет. Я не буду его убирать. Он сказал, не будет его убирать. Я уже вывез. Вот здесь под навесом стояла машина в накидке. А моя машина вон там стоит в накидке без навеса. Мне тоже не нравятся колесики. Ну, поездишь, сколько, месяц там надо до апреля, да? До мая. До конца апреля. Они, правда, удешевляют вид машины. Эти колесики были родные. Ну, мы на них купили машину. Эти колеса, когда купили, стояли на этом танке. Купили другие во Владивостоке. Но они красивые, они на летней резине. Вот на них и поедем. Они вон аккуратненькие лежат. Ты же показывал уже. Показывала. А эти домой приехали. Еще я поменял тормозные диски передние. Поменял колодки тормозные. Чтобы диски не грелись, поставил с перфорацией. Все. Еще что? Поставлю рацию. Жопу немного приподниму и проставочку поставлю. Потому что жопа низко, когда груженая идет, совсем опущенная. Все, и потом загоню ее полностью, чтобы все резиночки, все сайлентблоки тряханули. Сделаю развал схождения и поставлю ее обратно под навес. Ездить не будешь на ней? Ну, мне есть на чем ездить. Я ее еще груза вожу, мне что на нем груза возить? Ну да. Согласна. Я же жертва Валбериса и Озона. И купил самую простую за 1200 рублей систему давления контроля в шинах. Накрутил датчики и поставил он фигню на панель приборов. Вон, открой, посмотри, она светится. Я смотрела уже. Я смотрела уже. Сейчас, подожди. Что говоришь, нашел косяк? Вот, видишь, что стало. Видимо, влага попала Да ты чё? и отошел хром. Поэтому эту деталь снимаем и делаем ее черной просто. Видишь, что? Верх нормальный, а низ вот. Вот вам мороз, пожалуйста. Замораживание машины. Машина была не мокрая, когда заморозил. Да, ее просушили в гараже. Хорошо. Недели. Потом поставили. Единственный косяк. А на моей машине есть хром? Да, дофига. Самое положительное, что за зиму не съела ни грамма бензина. Как залил полный бак, так и заехал сюда с полным баком. Вот как-то так. Нет, мы никого не осуждаем, просто удивляемся, как вообще люди умудряются доехать, там, например, с Красноярска там, или с Екатеринбурга до Абхазии или до Крыма и вернуться обратно. Может, они не показывают, что у них там что-нибудь отвалилось. Хотя обычно всегда же все показывают. Наоборот, самый контент-то, когда что-то отваливается у них. У нас вот в прошлом году 2 колеса мы пробили. Так нас потом во всех якутских пабликах показывали. Пара из Якутска пробила 2 колеса на трассе. Ну, показывали для того, что осторожно, острые камни после грейдера, чтобы другие не впоролись. Так что едем, балдеем. Ну что, ребята, дорога все-таки сломалась. Сколько лет мы ездили, была вообще идеальная дорога. Всегда хвалили, что у нас
в Якутии на трассе. Очень хорошая дорога. Смотрите, что творится. Просто как по стиральной доске едем. Трясет и трясет. Мне кажется, даже в прошлом году такого не было. Почему? Что произошло? Весна пришла, оттаяла. Какие-то климатические факторы повлияли. Вот везде, на каждом шагу стоят знаки о том, что впереди плохая дорога. Сейчас нормальная, гладкая, сейчас опять будет. Обидно. Так следили за ней, мне кажется, всегда было в идеале. Посмотрим, что там дальше будет. Говорят, где там после Нерюнгрида, от Нерюнгрида до Невера совсем плохая дорога. Она там и была нехорошая. Нет, новый асфальт, говорят, весь провалился, волной пошел. Ямы, трещины. Промыло весь. Посмотрим и вам покажем, расскажем. Короче, Антон же курить бросил 1,5 месяца назад. И мы теперь все время едим. Вот морковка у нас. Грызем и грызем. Погрызли, типа покурили. Моют, что ли? Река Мундручу. Точно моют. Нифига себе, вручную. Зачищает, красить будет. А, да? Ну, здесь дорога еще не испортилась. Они в прошлом году ее делали. И сейчас такая тык-дык. И поскакали, да? Первые у нас дети по ней проехали. Как раз по самому только положенному асфальту в прошлом году. Мы когда ехали, его еще ложили. Одна полоса была. Я даже снимала это. Когда на Алтай ехали. Наверное. Ну да. В Владивосток там мы не ехали, а летели. Обратно-то мы на Владивосток ехали. Нет, когда мы туда ехали, ее ложили дорогу, видимо, когда на Алтай. Вау, какая красота открывается перед нами. Дорога уходит вверх. Тут перед Улу вот такая история. Я думаю, что это недолго. Там, по-моему, хорошую дорогу видно, да? Если я не ошибаюсь. Тут там уже хорошая, кажется. Ой, ни хрена себе, что-то отлетело у нас. Все засохшее. Видимо, нет, скорее всего, сгорело. Огнем все повредило, и все деревья, кусты умерли. Все серое. Вообще вот уже на протяжении скольки километров едем, вот такая вот тайга какая-то бледная. Ребята, время 11 часов. Мы приехали в Улу. И смотрите, заправка Саханефтегазсбыт. Помните, в Якутске мы за сколько заправляли? Ой, то есть на заправке были, сколько бензин стоил. Вот около 300 километров от дома. 95-й 66-20, пожалуйста. 92-й 61-40. На 12 рублей дешевле. Сейчас немножко дозаправим бак и поедем дальше. Потому что мало ли в Алдане опять какая-нибудь пересменка, еще что-нибудь. Поэтому мы здесь будем дозаправляться.
Антон по телефону уже трындит. Правки отъехали немножко. Сейчас стекло помоем. Чё, бедненький. Ну ничего, не так тут. Обратно будем ехать, скорее всего. Мы будем залепленные. Я сама не хочу. Поставим эту Здесь нам тоже стоянка. книжку. Кафешка, как дома. Да, вот она. А туалета нет. А? Я говорю, кафешка, говорю, как дома, а туалета нет. Что, кстати, в холодильнике у нас там? Заглушил. Не видно. Холодненько. Не, это оводы, они легче отмываются, Чем бабочки? чем бабочки. Ага. Сейчас еще ботинки надо помыть это, блин. Передаю, пользуясь случаем, большой привет нашему генеральному директору Сахатнефтегаз Быд Лебедеву, который для людей ничего сделать, блин, не могут, блин, по трассе. Организовали движение, с другой стороны, говорит, объедьте, подъехал не с той стороны, я, видите ли, на заправку. А там грязь, блин, по самой... Помидоры. Да, ну, примерно. Я говорю, вы сначала организуйте все правильно. Сделайте, чтобы можно было выйти там босиком, грубо говоря, хотя бы в обуви, блин. И крабы. Хотя бы в обуви. А что это дожди? Ну, блин, везде дожди, как будто не везде не идут, блин. Нет, а что, какая разница, с какой стороны заправку встать-то? Она же видела, что я стоял правильно, блин, я хотел стать по-человечески, но просто я не хочу потом на персидский ковер тащить всю эту грязь. Ой, блин. Ворчушка. Ты ворчушка. Да, блин, все не как у людей. Все хорошо. Все прекрасно. Ты не заморал тапочки? Заморал? Будем мыть? Сейчас буду чистить. Сначала место для глазок почищу. Эка. Блин, так бутылку кладешь на это. На капот. Сам переживаю, Аж блин. страшно. Небо такое синее. Погода вообще шикарная. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Плакат висит. Что там? А? Давление набилось. Угу. Ну, теплые покрышки. Теплое? Да ничего они не теплые, прохладные. Значит, уже замерзли. Нифига камни с нами ехали. Это пикает, что я снял датчик. А, я сначала думала, что этот, но пикает что-то в машине, а потом думаю, птица, что ли. С таким звуком смешным. Верхняя Амга. Тут вот строительство моста идет. Что ли где-то? А может ремонт? Смотри, краны стоят. Но это железнодорожный мост. Река Амга. Мост через реку Амгу. Течение такое мощное.
По дороге едешь, вдоль дороги текут такие ручьи, и в них стекают из леса. Снег, видимо, тает, местами даже снег лежит. Потом где-то будет возможность остановиться, покажу. Прям течение аж закручивает, заворачивает там все. Красота, пейзажи. О, солнечные панели стоят. А, тут вагончики, я говорю, какой-то городок. Ну, это строительство моста же вот параллельно идет, вот здесь же. А, вот он внизу. Сейчас вот я увидела. Вот. Слушайте, про него показывают. А ты думала, эти на новую, это старый? Нет, ты мне в другую сторону показывал там что-то. Сейчас будет наше любимое красивое место, где параллельно завихряются две дороги, автомобильная и железная завихряются. Вдоль горы же они завихряются. Ну, не две дороги завихряют. Две. Ладно. Слушай, мистическими оборотами, блядь. Какими? Наконец-то мы увидели поезд в Якутии. Правда, он не пассажирский, но ничего. Как классно. Вот дикошары. Сейчас подлетим и перепрыгнем. Бляха, май. Вот снег лежит по краям. Вот хорошо видно. И весь этот снег тает, превращается в ручьи. Ручьи наполняют реки. Реки такие полноводные в этом году. Ну, то есть мы едем в мае, получается. До этого-то мы летом ездили. Поэтому не видели полноводные реки. Обычно они какие-то маленькие ручеечки. Видно будет. Сейчас близко приблизим. О, видно.
зеркало поставили, Да-да-да. там мод. Том мод. Да. В зеркальном отражении. Прям вообще молодцы, интересно придумали. До Невера 75, хотела сказать, 715 километров. А мы приехали в Томот. Время час дня. Ой, какая машина вся раскуроченная стоит. Мамочки. На стоянке. А паритет 73 рубля 95. Тоже дорого. Нет, поэтому в Алтане и будем заправляться. Паритет вообще дорогая. Мост через реку Алдан. О, на Алдане-то ледоход идет. Рек. Обалдеть. Пожарная машина заправляется, естественно, Где? на водоемах. Ледышки прям плывут. Сразу такое движение оживленное, да? Они тут только по своему городу ездят. Здесь, да. Томот это город? Да. Вот же основная часть. Вот ты сейчас туда под низ, под железной дорогой проезжаешь, и вон там весь вытянутый вот так вот вдоль Алдана. Там вон педалька есть широкая. Впереди камера на 50. А мы сколько едем? А мы 67. Дома цветные, дорогу не сменили. Повыше сделали, да? Что мы видим. Ну, блин, правда, не видно было этих домов. Вот сейчас здесь направо Синегорье. Да. Синегорье. Туда вот. Ну, я помню. Там Синегорье. Там вот направо. М-м. 500 метров. Алексеевск. Я что не помню такого Алексеевска. Что впереди камера на 40. Сейчас хотим пообедать здесь, в своей любимой кафешке. Супчик поесть. Посмотрим, что там есть. Магазин какой-то. У нас смайлик улыбнулся. А тут нельзя было поворачивать, да? Зачем? Мы здесь можем повернуть. Так. На опте 95 66 20. Ой, Вот. кручу камерой. Да блин, нам На опте 66 20 бензин. как бы 95. заправляться-то еще рано. Ну, не, в Алтане. До Алдана осталось 70 километров. Ну вот что тут есть. Это куриные колбаски были, Ты да? же всегда брала. Котлетки, рыбка, курочка. Там что-то вон. Куриный рулетик. Выпечка всегда вкусная у них. Свежая. Картошка. Омлет. И всякие напитки. Салатики есть. 2. Не густо. Ну, взяли 2 рассольника, кусочек рыбки, ножку куриную и пирожки. Заплатили 1200, да? Дороговасто. Потому что рассольник порция маленькая. В общем, пообедали мы в кафе Ника. Вкусно, в принципе. Но мне вот вкусно было. Мне и рассольник вкусный был, и рыбка вкусная была. Антону курица не понравилась. Но вчерашняя сухая. А пирожки нормальные? Пирожки нормальные, жирные. Жирные. Но все очень жирное, ну, порции маленькие. И, короче говоря, больше мы решили, не будем здесь кушать. Надо какую-то другую кафешку нам искать. Может быть, в Алдане где-нибудь.
Или где ты там говорил, под Титом-то, когда спускаешься с той стороны сюда? Сейчас посмотрим. Там, помнишь, там тоже говорят, потому что мы там Куранах, не Куранах, не Нет. Куранах. мы возле одной ночевали, а вторая через дорогу там, где бузы и лагманта вкусные, он еще говорил. Ну да. В общем, посмотрим там ту кафешку. Ну, уже, конечно, не сейчас. Едем. Следующий пункт Алдан.